Эпизод подготовлен при поддержке The Great Courses Plus. Зубрежка – это не лучший способ подготовиться к экзаменам. Но ты тут. И вы смотрите это видео потому, что, скорее всего, завтра у вас экзамен, либо в ближайший час. Но давай остановимся на том, чтобы сфокусироваться на оптимизации твоего времени. Как эффективно готовиться к экзамену? Может быть, ты не способен учиться много, но ты умеешь сохранять достаточно большое количество информации в кратковременной памяти. Попробуй использовать древний метод Дворца памяти, который датируется еще 80 годами до нашей эры. Метод заключается в том, что запоминать, что тебе нужно с помощью ассоциации от запоминающих местах, например, твой дом. В ходе одного исследования студенты и ученые сочиняли Дворцы памяти, чтобы запомнить различные действия инсулина в организме. Например, вы можете представить, что усвоение глюкозы проходит в спальной комнате, а разложение жиров на кухне. Переходишь в уме из комнаты в комнату и вспоминаешь весь процесс. Те, кто пользовался этой методикой, получали более высокие оценки на тестах. Дело в том, что у нас хорошо развита и зрительная, и пространственная память. Поэтому мы легко можем соотносить новую информацию, уже знакомыми с новыми объектами. Вы еще должны попробовать мнемонический девайс, когда это возможно. Попробуйте запомнить с помощью метода круга Крепса. Запомните первую букву каждого слова и сделайте из него приложение. Например, «Могу ли я продолжать петь для моего Оскара?» Также ты можешь создавать разные рифмы и песни. Этот метод был доказан многими учеными, чем нелепее твои рифмы, тем лучше. Поехали дальше. Приходилось ли тебе перечитывать записи и учебники по 100 раз? Было проведено исследование, в котором две группы читали один и тот же текст. Первая группа читала текст один раз, а вторая — два. После этого они проходили тест, отвечали на вопросы и писали пересказ, чтобы проверить, насколько они хорошо его запомнили. Авторы исследования не обнаружили большой разницы между результатами двух групп и пришли к выводу, что перечитывание не приносит особой пользы. Мы все знаем, что экзамены — это страшно, но постарайся направить силы на то, чтобы успокоиться заранее. Стресс провоцирует выработку адреналина и учащенное сердцебиение. Тебя бросает в жар и пот, а после 20 минут твой организм начинает бороться со стрессом и выделяет гормон кортизол. Кортизол абсорбируется в гиппокампе. Это отдел мозга, который имеет форму морского конька и относится к лимбической системе мозга. Именно гиппокамп отвечает за передачу информации из кратковременной памяти в долговременную. Однако присутствие в нем кортизола препятствует извлечению информации из памяти. Поэтому, если ты нервничаешь на экзамене, тебе будет намного сложнее вспомнить то, что учил. Так что вдохни глубже. Конечно, нервы успокоить так просто не получится. Поэтому тебе нужна методика, которая защитит тебя от них. Ученые рекомендуют тесты для самопроверки. Они не только помогут тебе улучшить запоминание, но и приучить тебя избегать нервного напряжения. Было обнаружено, что после того, как учащиеся проверяли себя сами, то в стрессовой ситуации они добивались таких же результатов, как если бы они не испытывали никакого стресса вообще. Как показывает МРТ, тесты на проверку повышают способность гиппокампа строить нейронные связи с другими отделами мозга. Поэтому, несмотря на то, что кортизол может блокировать некоторые из этих связей, самотестирование формирует новые. Часто отвлекаешься? Тебе помогут физические упражнения. Согласно опытам, даже 15 минут упражнения в значительной степени повышают работу памяти учащихся по сравнению с теми, кто не упражняется. Даже просто прогулка будет на пользу. Тебе также стоит подумать над тем, какой способ обучения подходит лучше всего. Метапознание — это анализ собственных мыслительных процессов и процесса обучения. Исследования показали, что учащиеся, у которых слабо развиты метакогнитивные навыки и которые не могут сами оценить свои сильные и слабые стороны, получают более низкий балл на тестах. Поэтому вспомни, какие методы тебе помогали в прошлом, и используй их. Например, если тебе легче дается учить в одиночку, откажись от коллективной зубрежки с одноклассниками. В конце концов, самое главное — это усвоить материал. Еще один важный вопрос, который стоит себе задать. Ты судорожно зубришь учебник всю ночь, потому что ничего не знаешь по предстоящей теме экзамена? Или ты просто полируешь уже хорошо заученное? Если твой вариант второй, то спокойно ложись спать. Исследования на протяжении 100 лет твердят о том, что сон является важнейшей частью усвоения новой информации. Однако, если ты сможешь позволить себе прикорнуть на часок, то кресло-качалка тебе в помощь. Недавние опыты выяснили, что если спать на кровати, которая слегка покачивается, сон наступает намного быстрее. Он более глубокий и способствует лучшей работе памяти впоследствии. Так что баюшки-баю работают. Ну и, конечно, если ты хочешь избежать зубрежки в следующий раз, или провалиться, или изучить что-то новое для себя, твоему вниманию наш сегодняшний спонсор The Great Courses Plus.
Это подписка на обучающие программы с видеокурсами и лекциями лучших профессоров со всего света. Ищешь новые лайфхаки для работы ума? Мы рекомендуем «Оптимизирующий фитнес для работы ума». Автор профессор Ричард Ресток. Курс включает в себя 12 лекций о том, какая диета полезнее, как развить ее и как добиваться от нее лучших результатов. В библиотеке более 11 тысяч лекций обо всем, что тебе интересно. Наука, математика, история, литература или даже кулинария, шахматы и фотографии. Это великолепный познавательный ресурс. The Great Course Plus также дарит нашим зрителям пробную версию сервиса. Ты можешь поддержать наш канал ASAP Science своей подпиской на канал. Use the link in the description below to start your free trial today and subscribe for more weekly science videos every Thursday.